Интерес к холоду был у меня с детства. А вот холод был тогда у народа Саха, да, фактором естественного отбора. Большое количество людей находится в состоянии анабиоза. Так? Есть фирмы, государственные и частные, в основном частные, где людей заливают жидким азотом. Меня интересовало, да вот это как наши деревья выдерживают такой холод. Вот выдвигается такая гипотеза, да? Вот фильм тоже будет интересный. Так вот скоро покажут по НТВ, там НТВ филиал это снимает. И холод заостряет тоже ум. Так? Поэтому в Якутии рождаются такие люди, умные люди. Это оригинальность мышления. Так? Мы не подражаем другим, не гоняемся за модой, а вот используем то, что у нас имеется. Якутия имеет большое будущее, поэтому надо сохранять свои традиции, свой обычай, свой язык, свою культуру, так, и наравне развивать науку, образование. Мы начнем со второй половины вопроса, да? Как я отношусь к холоду, как человек. Я родился в декабре месяце. Это самый холодный месяц, середина зимы, 21 декабря. Ну, по-видимому, поэтому мне нравятся темные ночи, так, и вот морозные дни. Ну, просто нравится. Нельзя сказать, что я их люблю. Так, кроме того, я родился вот в Голубинке, Якутии. Это Сургулукский наследник Верховно-Вильского улуса в 1940 году, да. Значит, у меня в прошлом году уже было 80 лет. И мое детство прошло в классической якутской юрте. Понимаете, да? Это юрта, совмещенная с хотоном. Так? И еще эта юрта топилась камельком. Так? И когда я до 5 лет тут в такой юрте жил, да, и помню кое-какие подробности. Ночью так холодно было. Одним словом, там тепло держалось только дневное время, когда горела печка, да? Так? А потом ночью такой холод был, что утром, да, вот промерзала вся вода в бедре полностью. А потом вот у нас заячье одеяло было. И вот высовывали мы голову, конечно, дышали, и вот и здесь иней, как корона, очень красивый. Я вот на своего брата смотрел и так далее, да, там. Вот, ну, у меня тоже такой иней был, да. Вот, был тогда у народа Саха, да, фактором естественного отбора. Вообще, в то время якуты раньше, да, вообще рожали очень много детей. Минимум 10, так, да, до 20 было. Так? А потом живых остались только где-то 3-5 человек. Это такое ложное предположение в научной среде, да, так, и вообще популярной стала гипотеза, что Якутия – это страна долгожителей. И как будто холод, да, способствует долгожительству. А на самом деле это результат естественного отбора. Оставались самые сильные, самые приспособленные. Вот поэтому долгожители были. Так. Меня интересовало, да вот это как наши деревья выдерживают такой холод. Они как там спят, о чем-нибудь думают, нет, так, да. А весной вот это, когда буйно начинает оживать природа, да, вот там как будто ничего не было. Так, они погибают от мороза. Так, а вот жизнь
начинает бить ключом, как говорится, так? Вот. Потом меня интересовало то, что медведи целую зиму спят, так? А потом вот эти иврашки, бурундуки тоже спят, так? В норах. А караси, они погружаются на дно и тоже не питаются, и тоже целую зиму проводят в не очень благоприятных условиях. Там и кислорода нет, температура низкая, да, такая. Вот поэтому интерес к холоду был. Самым лучшим объектом для исследования это были растения. Поэтому я выбрал специализацию ботаника, стал ботаником. Потом узкая специальность – это физиология растений. И я пришел к очень оригинальным, интересным выводам. Но прежде всего я установил температурную границу между холодом и теплом. И мы определили эту температуру. Эта температура плюс 4 градуса по Цельсию. Так, при температурах ниже плюс 4 градуса, да, так, живые организмы, они или погибают, так, или попадают в состояние спячки, или оцепенения, или покоя у растений. Так. Вот. И это было нами экспериментально доказано, и были большое количество исследований, да, тоже, где показано было разрозненные данные. Обобщенных таких не было так, да. Вот. Что начиная с плюс 4 градуса, так, вот, жизненные процессы резко замедляются. Знаем, что при температуре плюс 4 вода имеет наименьший объем, а потом, когда температура падает ниже, тоже объем повышается. Поэтому при температуре плюс 4 градуса вода имеет максимальный объем и максимальный вес. Так вот эти изменения в объеме, так, соответственные веса, да, так, это плотности веса, так, это связано с перестройкой структуры воды. Так. Вода, когда замерзает, да, приобретает форму льда. Так, там что происходит? Там образуется вот кристаллик льда, который имеет гексагональную или шестигранную структуру, так, по углам которых вот молекулы воды. Так, дальше 6 молекул образуют вот такой кластер. Так. И вот они объединяются, и образуется рыхлая структура льда. Так. А начиная с плюс 4 градуса Цельсия, вот, начинают образовываться вот такие мелкие кристаллики. Где-то 6 вот таких до грани, где-то 5, где-то 4, где-то 3. Ну, димерия это само собой, да, так. Они имеют и при более высокой температуре. И они, вот когда падает температура, количество их увеличивается так, да, пентагональная или пятигранная структура превращается в шестигранную, и вода превращается в шестигранный лед. Так? Значит, при температуре ниже плюс 4 градуса вода приобретает жидкокристаллическую структуру. Или это жидкий лед. Понимаете, да? Это жидкий лед. Так, густой такой, да, вязкий такой. И вот если рассмотреть клетку живого организма, то наш организм состоит из клеток. Клетка – это элементарная единица всего живого. Так, да, да. Вот. Там имеется пор, так, который называется аквафора. Аквафора. Так, то есть поры для прохождения молекул воды. Они рассчитаны для пропуска отдельных молекул. Ну, до димера, можно сказать, да? Может быть, даже 3 могут пройти. Но когда 4 молекулы, вот ассоциации, 5 молекул, 6 молекул, они не проходят. Понимаете, да? Прекращается или сперва нарушается обмен, водообмен, а вода не проникает, не выходит. Так? А потом вообще наступает очень интересное явление, да? Так, вода становится физиологически инертной.
Вода есть, но как будто для живого организма воды нет. Наступает так называемая физиологическая засуха. Так, очень интересное явление. Так? И что происходит? Некоторые организмы так, да, от недостатка воды погибают, а другие приспосабливаются так, да. Обмен веществ сильно подавляется, но они умудряются сейчас воды, вот это, каким, ну, наверное, имеются структуры, да, мы это еще не знаем, которые разрушают вот льдоподобную жидкокристаллическую воду до нормальной воды и обеспечивают себе, ну, хотя бы для поддержания жизнедеятельности, используют вот эту воду. Так? Да, и вот, значит, мы доказали, да, что причиной является недоступность воды. Вот любое изменение в структуре воды вызывает адекватную реакцию организма. Установлено исследователями, теологами, что начиная с середины октября караси уже не питаются. Так? И они переходят, ну, оцепенение у них начинается, да, так. Все они собираются в лунку, самую глубокую яму на дне озера пресноводного водоема, и ну, где температура поддерживается на уровне плюс 4 градуса Цельсия. Так? Вот. То есть на границе между теплом и холодом. Так? И они вот так, не питаясь, в таком состоянии оцепенения, находятся в течение 5, 6, 7 месяцев. Начало середины марта до середины апреля вот так делают, да, так курят. И выловленные караси и гальяны, они питательны. Так? Упитанность они практически не теряют. У животных организма при температурах ниже плюс 4 градуса Цельсия происходит физиологическое обезвоживание организма. Так? Воды нет, обезвоживание происходит. И они впадают в спячку. Так? И самое интересное, что такое же происходит у растений в условиях засухи. Так? Растение теряет воду в результате атмосферной засухи. Так, да, так. И там остается небольшой слой воды, который под действием вот этой, ну, молекулярной структуры и так далее, и уменьшение интенсивности движения молекул воды тогда превращается тоже вот, в жидкий лед. Так, вот интересное явление тоже, да? Летом при положительной температуре в тканях растений в условиях засухи образуется жидкий лед. Так? И организм впадает в состояние покоя, летний покой. А потом самое интересное, летний покой, летняя спячка наблюдается и у других животных. Например, суслики. Многие не знают. Когда длительная засуха, суслики, они на водопой не ходят, воду не пьют. Им достаточно воды, которые находятся вот в клетках, тканях растений. А когда растение высыхает, корм с кармана не получают воду, так, да, так, и происходит тоже обезвоживание организма. И они впадают в спячку. Летняя спячка. Так, механизм одинаковый. Зимняя спячка, когда спячка происходит под действием холода, так, и летней спячкой, когда спячка наступает под действием засухи. Так? Ага. Но механизм одинаковый. Так? Это физиологическое обезвоживание. Так? И вот это позволило мне сделать крупное такое обобщение, что покой, спячка, так, они наступают в результате физиологического обезвоживания. Так, то есть механизм физиологического, механизм спячки, оцепенения, покоя – это физиологическое обезвоживание организма. Обобщающий вывод у них не доставало вот это понятие о структурных изменениях в воде. А такое понятие пришло так, с исследованием физиков последнего времени, появлением инструментальных исследований структуры воды. И прекрасное тогда.
метод ЯМР, ядерно-магнитный резонанс и так далее. И другие методы исследования есть, да, так. Вот это позволило мне делать такое обобщение тогда. И появилась новая наука. Наука о спячке, о степенении живого организма, покоя, которая называется гипобиологией. То есть в этих условиях происходит, то есть живой организм находится в состоянии гипобиоза. Гипобиоз – это спячка, оцепенение, покой растений. Это гипобиоз. Так? Люди гипобиоз все хорошо не знают, они знают анабиоз. Так? Анабиоз – это когда обмен веществ полностью прекращается. Так? Это происходит, например, зимой, вот когда замерзает вся вода. Вот, например, на улице вот наши деревья сейчас находятся в состоянии анабиоза, а не гипобиоза. А вот это караси или картофель, который мы хороним тогда, они находятся в состоянии гипобиоза. Так, вот, или семена растений. Они находятся не в состоянии анабиоза, а в состоянии гипобиоза. Вот, и вот эта наука появилась. И я написал вот такую монографию, гипобиология называется, да, которая вышла в Москве. Тогда написал довольно много статей, в том числе иностранных журналах. Тогда. Вот, и там я мечтал. О, вот это, если бы животные спали, как суслики или как медведи зимой, то корма бы, не надо было бы заготавливать кожу на зиму. Так? Вот эта идея у меня вместе со мной, как говорится, сохранилась. Так? И я написал научно-фантастический рассказ о том, что один якутский ученый вот, достиг успеха при усыплении вот этого молодняка крупного скота. Так, да, так. Вот этот рассказ очень понравился читателям. Так, да. И когда меня люди встречают на улице, которые знают, да, и спрашивают, вы уже усыпляете вот эти? Можно усыплять вообще вот скот, так, молодняка, так, да, так. Я говорю, в принципе, можно. А вот когда я стал ученым, тоже стали часто спрашивать, а сейчас можно, вы же ученый. Я говорю, в принципе, можно. Вот я вот встретил одного человека, а он говорит, давайте я вам даю теленка, усыпляйте его там. А я говорю, а если этот теленок не выйдет из состояния, умрет тогда, погибнет. А он говорит, ну ничего страшного, говорит, тогда. А ради науки можно жертвовать теленку. Вот так. Поэтому потребность в обществе есть, да, так. И сейчас есть реальная возможность. Так, ну, сперва, конечно, на экспериментальном уровне, да, усыплять животных. Так, ну, сейчас ведутся разговоры, уже реальные такие разговоры, да, о том, чтобы провести экспериментальную работу по усыплению теплокровных животных. Так. Ну, наверное, будем это изучать, будет очень интересное, даже шоу можно сделать тогда, вот, усыплять, потом вот это снимать, каждый день репортаж делать, тогда, и, наверное, весь мир будет следить за этим процессом. Мы выпускали в настоящее время 2 партии термометра. Первая партия была выпущена в Киеве. Это первая. Там есть, была фирма, но сейчас я не знаю, есть или нет тогда. Да. А потом вот это разошлась очень быстро, вот эта партия. Потом мы заказали вторую партию тогда. Это уже в Китае сделали. Так. В довольно большом количестве. Вот этот термометр был выпущен, да, так. Он имеет 2 варианта, это обычный, так, еще вот это подарочный вариант, да, так. И вот этот довольно добротно оформлено, поэтому можно подарить любому зарубежному гостю, так, российскому, ну, любому. Можно подарить друзьям,
и так далее. Так? Вот. Поэтому, если раскрутить так, вот эту рекламу, так, то этот термометр может распространиться во всем мире. Так. У нас вот кроме продается в книжных магазинах, но там накрутка большая, очень дорого получается, себестоимость довольно большая, поэтому снижать цену мы особо так, снижать цену особо мы не можем. Так, и сами продаем. Выходят к нам по звонку, звонят, тогда и мы идем им навстречу и продаем. Так. Кроме вот этих, так, да, вот университет вот заказал термометр, вот цифровой. Это первый термометр цифровой. Это ректор Евгения Исаевна Михайлова, она поддержала меня, выделила деньги, так, и вот и сделали такой термометр. Он сейчас висит над этим зданием культурного центра. Потом сложилась такая объективная обстановка, что я сам стал якутским Дедом Морозом, Эгяджула. Вот. И Эгяджул сейчас довольно популярный. Мы выпускаем каждый год подарки. Это такие или талисманы, так, которые пользуются очень большой популярностью среди населения. Потому что там, как в любой сказке, люди пишут свои желания, 3 желания. Вот. И, как показывает практика, эти желания исполняются. Вот, например, так, это прошлый год, да, 20-й год. Вот в задней стороне вот этого талисмана, да, имеется 3 строчки, где надо написать 3 желания. Вот из них вот у меня уже статистические данные есть, да, так, вот, так, в течение 20 лет мы 19 лет да, выпускаем уже, да, вот. Есть статистические данные. В среднем 2 желания исполняются из 3. Стали очень такими верующими, верят в мистику и так далее, так далее. А второй научный фактор – это тогда, когда человек записывает, да, так, оно записывается и подсознание. А подсознание является серым кардиналом. Он управляет нашим поведением, нашим действием. Так, да, так. И человек действует так, как вот написано, вот здесь, да, ставит цели. Так. Большинство людей, около 80 людей, живут без цели. Только у 20% людей имеется какая-то цель, а более конкретно где-то до 6%. Вот эти люди достигают больших успехов в жизни, живут богато, здоровье у них прекрасное, довольны жизнью, да. А вот 80% они недовольны своей жизнью, потому что бесцельно живут, как попадется. Встают, идут на работу, приходят, телевизор смотрят, кушают, спят, встают вот так, каждый день повторяется одно и то же. А надо было бы, да, чтобы этот талисман был доступным для всех жителей Якутии. Тогда было бы много целеустремленных людей. Так, вот поэтому общественность должна, я думаю, что помочь мне вот это. Вот у якутов есть легенда, что где-то на севере живут люди, живет племя людей, которые зимой засыпают. Понимаете, да, так? И вот они вот так, около своего камелька, вот они сидят, спят, и вот у них вот это, как у моржа, вот вырастает вот это, как называется-то, ледяная. Сосульки. Да, вот. И он становится похожим на моржа. Он вот там сидит и спит.
Вот. Этой информацией заинтересовались журналисты и поехали туда. И вот открыли тайну этой женщины. Так? Вот на этом основывается сюжет рассказа, так, что Чучуна – это новая версия будет. Это значит зимоспящие люди. Люди, которые спят зимой. Ну, до этого много теорий было, да, и есть много теорий. Вот выдвигается такая гипотеза, да. Вот фильм тоже будет интересный. Так, вот скоро покажут по НТВ, там НТВ филиал это снимает, так, а потом YouTube тоже будут показывать. Но один недостаток, нету там титры на русском языке. Ну, хочется сказать, про Гаврила Спиридоновича только приятные, хорошие слова. То, что Гаврил Спиридонович – это первый писатель-фантаст нашей республики. Также Гаврил Спиридонович очень много работает над очень интересными всегда темами, такими как это Эджил, это якутский Дед Мороз. Также многие его работы очень так интересны бывают и всегда с новыми идеями. Вот даже вот, скажем, Новый год надо справлять, как он предлагает, это последнюю субботу, последние выходные дни мая месяца. Это тоже очень интересно, так как якуты всегда, наверное, СФ делали не в середине лета, где-то не в конце июня, а, наверное, как с приходом лета. Это когда наступало изобилие белой продукции. Белая продукция – это молоко, грюнпельге. И уже сорок, кверчах, выпах и творог получали, и радовались уже приходило такое вот время изобилия, уже никто не голодает, уже все сытые и радуются прелестями весны, прихода лета. И Гаврил Спиридонович предлагает уже, мне кажется, уже много лет, уже больше 10 лет, наверное, свою идею проталкивает, которая очень интересна. И я очень уважаю деятельность Гаврила Спиридоновича Угарова. И хотя и прошло уже почти месяц, хочу Гаврила Спиридоновича от имени своей семьи, от имени себя и от имени выпускников, которые учились в сельскохозяйственном факультете 1980 по 1985 годы, за его неустанный труд, за его такое стремление дачи знания и в своей изюминкой подачи, угаровской подачи. И эта угаровская подача, она сургулукская подача. А Сургулук в Верхневилийском улусе – это один из удаленных поселков, где сохранилась самобытная якутская культура ведения традиционного скотоводства, ведения охоты, рыбалки. И как бы люди там остались, ну, такие вот, как бы сказать, экологически чистыми, можно вот. Влияние антропогенных факторов самые наименьшие. И находясь в этой природе, они не уменьшили количество скота, они не уменьшили количество лошадей, скажем. Они, вроде дорог нету, но эти люди очень трудолюбивые и чтят свои традиции, и очень хорошо там трудятся, работают. Я там недавно был, в прошлом году, и мне было очень приятно, потому что это родина известного директора Дмитрия Спиридоновича, нашего Дмитрия Спиридоновича Спиридонова. Это родина мною очень уважаемого
уважаемого Сидора Афанасьевича Филиппова. Ну, это из такой плеяды человек Гавриил Спиридонович Угаров, который все время несет такую народную инновацию. Народные идеи он пропускает через себя, и оно становится таким вот рекламным и несет свое, за которым хочется идти каким-то новым как новым чудесам, чуду, то, что приносит как Новый год, да, и также Гавриил Спиридонович что-то новое всегда приносит. И мы за это ему очень благодарны. Но еще надо сказать, что вот есть Российская академия естествознания, и они проводят рейтинг своих академиков. Гавриил Спиридонович Угаров там первые десятки, даже в тройке там. Это же говорит очень о том, что наш Гавриил Спиридонович Угаров публикуется за рубежом. И в Соединенных Штатах Америки его цитируют и публикуют его статьи, и в других странах, на многих странах, ну, пускай это Норвегия, Швеция, Финляндия, в таких странах он публикуется. И мы хотели бы его видеть всегда здоровым, всегда радостным, всегда вдохновляющим нас, и мы его приглашаем сделать экспертизу наших вот научных проектов, связанных с введением новых таких подходов к кормопроизводству при освоении арктических территорий. Его экспертиза будет очень нужна. Гавриил Спиридонович Угаров. Для большинства жителей нашей республики он известен как якутский Дед Мороз Эгэджил. Вот. Я часто встречаю людей, которые были у него студентами, слушали его лекции на биолого-географическом факультете. Он был завкафедрой ботаники. Вот. Он доктор наук, ученый. Он писатель-фантаст. Ну и, в общем-то, огромное количество регалий, которые я сейчас не буду перечислять, потому что для меня он прежде всего мой дядя Ганя, которого я знаю практически с рождения. Вот. Он родной брат моего папы Иннокентия Спиридоновича Угарова. И так получилось, что младший брат дяди Гани, мой папа, женился раньше старшего брата, и я такая среди городских Угаровых оказалась первый ребенок, первая племянница, и мне уделялось довольно много внимания. Ну, это такой хороший такой момент в жизни. И надо сказать, что дядя Ганя уделял мне тоже много внимания, к моему счастью. Вот. Много со мной общался. Когда я была совсем маленькая, он подарил мне черепашку, потом попугая. Вот, всячески приобщал меня к природе, ко всему живому. Когда я ездила к дедушке в деревню Сургулук Верхневилейского района, мы с ним гуляли по лесу, он мне рассказывал про растения, про грибы. Вот. И он общался со мной как со взрослым человеком. И это было удивительно, потому что тебя все рассматривали как маленького, никудышного ребенка, а он общался со мной как с большой. И это было вообще, удивительно и как-то поднимало меня в моих собственных глазах, за что я ему очень благодарна. Вот. И все его рассказы, все его истории очень так легли на такую хорошую почву. Вот. И, конечно, биолога из меня не вышло, но вот благодаря общению дяди Гани со мной
Я очень полюбила природу, до сих пор ее люблю. Очень люблю животных, всяких разных, домашних в том числе. Вот. Еще хочу сказать, что я с удовольствием ходила к нему в гости. Он жил в районе Сайсар, и в его комнате было огромное количество книг. Я столько книг никогда не видела. Там были пластинки, там были очень интересные вещи. Некоторые книги он давал мне почитать. Вот. И я, конечно, очень гордилась тем, что вот у меня есть такой дядя, который пишет фантастику. И когда я училась в старших классах, я помню, что вышел сборник научной фантастики писателей Советского Союза. И туда вошел рассказ моего дяди про совершенно фантастическую собаку, которая чувствовала болезни, в том числе рак. Вот. И в этом же сборнике была повесть Кира Булычева, который тогда уже был очень известен как автор «Тайны планеты» про Алису Селезневу. Вот. И это еще больше придавало такого веса в моих глазах как ребенка, потому что вот дядя вот написал рассказ, который опубликовали вот рядом с Киром Булычевым. Вот. И вообще я хочу сказать, что вот родители, ну, естественно, они ставили мне его в пример. Я сама им очень гордилась. И возможно, вот то, что как бы вот его абсолютно невероятная разносторонность, да, вот многогранность, все, за что он берется, у него так хорошо получается. Он очень, ну, невероятно способный человек, и я думаю, что как-то вот в желании быть на него похожей, вот я тоже как-то вот занималась разными вещами, но другой вопрос, конечно, насколько у меня это получалось, но, по крайней мере, я очень рада и довольна, что вот Гаврил Спиридонович всегда был для меня примером. Очень его уважаю, люблю и горжусь. Якутия как край холода будет привлекать внимание людей. Так. Мы все возможности холода не используем. Так. А холод – это товар должен быть как, использоваться как товар. Так? То есть мы должны использовать все возможности холода, не только туристические. Но здесь можно хранить стратегический запас продуктов на длительный срок, да. Так. Ну, там много чего, да, думать надо над этим. Ученым, экономистам, во всем людям об этом надо побольше думать. И Якутия, конечно, здесь живут люди, которые выносливы, так, и вот этот холод заставит людей быть таким живыми, как говорится так, да, остроумными, так, найти выход из очень таких трудных условий, так, да, поэтому во всей Якутии выжили в таких экстремальных условиях, вот. И вот не теряйте эту способность. Сейчас люди становятся инфантильными. Так. Поэтому надо использовать холод для закаливания людей, так, чтобы люди стали здоровыми, так, были, как и раньше, адаптированными местным условиям. Так. И холод заостряет тоже ум. Так. Поэтому в Якутии рождаются такие люди, умные люди. Так. Вот у нас культура, фольклор очень интересный, традиции очень интересные. Поэтому вот сейчас наша культура, наш спорт, так, да, сейчас уже никого не удивляет достижения наших, так, да. Вот кинематограф наш завоевывает. Ну, чем это? Чем они лучше вот, мировых так, да, достижений? И в спорте, и это, искусстве, да, кинематографе. Это оригинальность мышления. Так.
мы не подражаем другим, не гоняемся за модой, а вот используем то, что у нас имеется. И это показываем на показ, так, и стыдимся, так, своих вот этих не совсем цивилизованных, цивилизованного образа жизни, ну и так далее, так, да. Ну, например, людям, вот, например, цивилизованного мира, наверное, дико смотреть, как мы едим строганину из мяса, из рыбы, да, так. Но когда попробуют, им это очень нравится, скажем, да, так. Вот, и Якутия может еще, кстати сказать, поставщиком экологического, не только чистого экологически чистого продукта, но и очень богатого по своему составу продукта. Потому что в экстремальных условиях вырастают растения, которые очень богаты витаминами, биологически активными веществами. А те животные, и дичь, и домашние, да, так, они, вот, употребляя вот эту, ну, кормясь, да, вот этой травой, этой растительностью, сами тоже их продукции, молоко, масло, так, мясо, так, становятся съедобными, очень полезными для здоровых людей. Поэтому продукция якутского производства, да, вот эта сельскохозяйственная продукция, может иметь очень большой спрос на мировом рынке. Вот. Поэтому я считаю, что Якутия имеет большое будущее, поэтому надо сохранять свои традиции, свой обычай, так, свой язык, свою культуру, так, и наравне развивать науку, образование. Так. И вот Кулаковский, это великий философ, он нам завещал, вот, изучайте науки, будьте образованными людьми, тогда никоим образом не будет уступать другим народам и будет развиваться наравне с ними. Вот. И побратайтесь с русским народом и с другими народами. Да, и мир, и согласие – это будущее человечества. Вот эти заветы мы должны соблюдать. Спасибо большое.